Почему мы на своей территории должны подвергаться таким расовым оскорблениям на почве расовой вот этой расовой ненависти? Боксеры, они ехали с соревнований из Якутска, и на вокзале они оскорбили девочку по национальному признаку. Они показывали ей жесты, узили глаза, да, и называли ее чуркой. Это же продолжение той же самой истории, что государство образующим народом в России является кто? Русские, да. А мы кто? Азиаты, саха, эвены, эвенки, все остальные. Мы лица, значит, третьего сорта для них. Вообще это не подростковая история. Человек не может сам это придумать. Вот чутко узкоглазый, где он это услышал? Где он это услышал? Где они все это слышат? Они все это слышат у себя в семьях. Расовое разделение, да, расовая сегрегация, она очень сильно стала проявляться, особенно в последние годы. Все вот эти вот русская община возродилась, да, вот эти все северный человек, в общем, все вот эти вот ультраправые националистические организации. И они работают у нас. Зачем они все собираются? Посмотрите, зайдите на их телеграм-каналы, и они везде пишут: «Мы русские, с нами Бог. Мы живем на собственной земле. Это наша земля», они пишут. А дети же, они быстро подхватывают, да? Он пошел и сказал это девочке, которая отличается от него разрезом глаз и цветом кожи, и цветом волос, и которая говорит не так чисто на русском, как он. Но она вообще не, мы вообще не обязаны говорить чисто на русском, да? На русском мы не обязаны говорить чисто и правильно. Это все оттуда идет, и с каждым годом это все усиливается. И вот пока мы будем находиться с ними в одном государстве, они так себя и будут вести всегда, как Бога избранный, государство образующий народ.